Айша – железный цветок шелкового пути. Айша из знатного уйгурского рода из Турфана. Ее отец, Бахтияр Бек, был советником при дворе Хубилая. А мать, Лейла, происходила из рода монгольских наёнов. Полководец, дипломат, губернатор. Айша выросла в культурной среде Турфана. С детства изучала языки, уйгурский, монгольский, китайский, персидский, каллиграфию и военное дело. Ее наставником стал старый воин Субэдэй, научивший ее стратегии туменов и искусству верховой стрельбы. Айша сначала сопровождала отца в дипломатических миссиях к тангутам и тибетцам, а затем сама получила полномочия вести переговоры. В 1272 году, когда восстание в Тибете угрожало перерезать шелковый путь, 18-летняя Айша возглавила военную экспедицию. Она использовала тактику волчьей стаи, быстрые рейды конницы. Победа принесла ей титул Батыр-Хатун «Храбрая госпожа». Ее войска смесь уйгурских лучников и монгольской тяжелой кавалерии стали легендой за дисциплину. Айша ввела систему наград за подвиги и суровые наказания за мародерство. В 1281 году Айша предотвратила конфликт между чагатайским улусом и династией Юань, договорившись о браке дочери чагатайского хана с сыном Хубилая. Она лично сопровождала невесту через Тяньшань, отбив атаку бандитов у перевала Таругарт. Позже в Каракаруме, она урегулировала спор о налогах с уйгурскими купцами, предложив ввести пайцезы для караванов, идея, позже принятая всей империей. Став губернатором провинции Шэньси в 1285 году, Айша реформировала систему сбора налогов, объединив древнюю уйгурскую ямскую службу с китайской бюрократией. Владея даром убеждения, под ее управлением налоги собирались без восстаний, торговля расцвела. Она основала школы, где уйгурские писцы обучали монголов учету, а китайские инженеры строили акведуки. Ее указ о свободе вероисповедания позволил буддистам, мусульманам и христианам жить без расприй. В хрониках династии Юань Айша вписана как женщина с железным сердцем и мягкой речью. Главным противником Айши был монгольский князь Тагрул, обвинявший ее в чрезмерной мягкости к покоренным. В 1290 году он попытался оклеветать ее, заявив, что она укрывает бунтовщиков-тангутов. Айша ответила дерзким поступком, лично явилась ко двору Хубилая с цепью на шее, потребовав суда. Император, восхищенный ее смелостью, не только оправдал ее, но и вручил ей золотую пайзу, знак высочайшего доверия и абсолютной власти. Отлитая из золота с инкрустацией бирюзой цвета тенгри, в форме тигра, знак императорской санкции уйгурским письмом. На одной стороне, по воле вечного неба, на другой, повелитель повелевает, подчиняйся беспрекословно. Великий хан Хубилай публично подтвердил: «Ты, мои глаза и руки в западном крае. Где твоя тень, там мой трон». Золотая пайза давала право Айше требовать до 10 туменов, 10 тысяч всадников без дополнительных указов, доступ к стратегическим запасам зерна и оружия. И никто, кроме самого великого хана, не мог арестовать носителя пайзы. Она использовала ее для экстренной переброски войск в Кашгар в 1292 году, предотвратив мятеж исмаилитов, и для реквизиции 300 верблюдов у сагдийских купцов для государственных нужд. Археологи в 1979 году нашли эту пайзу в Турфане, видимо принадлежавшей Айше. Айша носила комбинированный доспех, монгольский панцирь из лакированной кожи с уйгурскими серебряными инкрустациями. На переговорах облачалась в шелковый халат с китайскими драконами и уйгурскими национальными узорами. Ее личная печать, вырезанная из нефрита, содержала надпись на 4 языках: «Сила в единстве», в том числе на уйгурском. Умерла Айша в 1301 году, управляя строительством моста через Хуанхэ. Ее потомки служили династиям Юань и Мин. В уйгурских сказаниях она осталась как Айша Ханум, женщина, которая держала меч и свиток в одних руках. Благодарность Айши Чжи. Осень 1287 года. Оазис Дуньхуан, шелковый путь. Караван Айши расположился у священного источника в песках Такла-Макана. Воины чистили доспехи от желтой пыли, когда к шатру полководца подошла старуха-уйгурка с тюбетейкой, расшитой райскими птицами. В руках она держала глиняный кувшин, обернутый в ковер с буддийскими мантрами. Батыр-Хатун, голос ее дрожал. Это Хошхар, вино моих прабабок. 200 лет наши женщины прятали его от завоевателей. Возьми, ты вернула моему внуку жизнь у перевала Кунь-Лунь. Айша помнила того юношу, курчавого погонщика верблюдов, раненного в стычке с джунгарскими разбойниками. Она лично вынула стрелу из его плеча, велев лекарям использовать целебный бальзам с ферулой. Матерь Айши коснулась лбом ее ладони, как учила ее мать-монголка. Твой дар тяжелее гор Тянь-Шаня. Но разве может полководец пить вино, пока его воины пьют воду? Она открыла кувшин.
Аромат граната и дикого меда смешался с ветром пустыни. 30 капель упали на землю, жертву духом предков. Остальное разделили между воинами. На закате, когда старуха уходила, Айша вручила ей нефритовую подвеску в форме волка, родовой талисман. «Отныне твой род под моей защитой. Но помни, истинная благодарность не в дарах, а в том, чтобы хранить огонь очага, зажженного нашими уйгурскими предками, даже в самые темные ночи». Говорят, что тот кувшин до сих пор хранится в пещерном храме Мага как символ сохранения традиций предков. В уйгурских сказаниях сохранился образ Айши как воительницы в белых одеждах, служащая Великой Империи и своей, уйгурской земле. Я Айша. Я дочь уйгурских каганатов. Я речь вела, и поднимались флаги. Я меч несла, и отступал разбой. Мои слова как шелк, но суть железа. Мой взор не гнев, а воля и закон.